Субханаллах. Я не знаю просто, что нужно нам делать, чтобы мы проснулись. Нас надо всех сажать в тюрьму. Нас надо бить, нас надо убивать поголовно, что ли. Когда мы проснемся? Этим уже давно занимается. Нас давно сажают, нас давно убивают. Проснись, да, пока есть у тебя жизнь, пока Аллах тебе наделил это время. Используй. Используй хотя бы 5%, я не знаю, 10% своего имущества, своего времени на пути Аллаха, трать, брат. Или у нас ничего не будет. В ближайшее время ничего нам не светит. Если ты не используешь Аллах, Аллахи нас заменит лучшими. Если мы сейчас не будем работать, Аллах нас лучшими заменит. И Аллах так в Коране говорит. Фасауфа юбаддил кауман хайрам минхум, говорит. Я поменяю народ лучше, чем вы. И такие, как вы, потом не будут. Такие, как мы, трусы и лентяи, не будут потом. И Аллах подготовит и для Махди, и для Исы, чтобы с ними сражаться, нормальных мужчин, которые сражаются на пути Аллаха, которые жертвуют на пути Аллаха. И телом, и имуществом. 3 мечети некому хутбу делать, 1000 студентов. Из них есть 20, которые учился. 15, 10, 5. Единственное, что они, остальном из них могут, илля ман рахима рабби, конечно, тот, кто Аллах смиловался на сын, он может хотя бы молчить. Оттуда сдалека, отсюда вблизи фит не делать. Он то, он это. Попытались помочь братьям нашим в Сирии. Хотя бы, чтобы не оставаться на стороне, что-то сделать. Здесь какой-то брат подходит и говорит, вы, говорит, там, алави, там, говорит, помогли, говорит, такой слух есть. Субханаллах, каким надо быть извращенцем, чтобы такие вещи в голову, даже чтобы мне в голову пришло. Какой алавит, брат, со стороны Турции, ближайшие 100 километров, 50 километров. Их искать надо, люди мечтают их поймать и зарезать. Как мы их найдем? Ты вообще не понимаешь, что там происходит. Алавитам, этим тварям, которые хуже, чем любой яхуд и кафир, не то, что там что-то продовольствию помогает. Им воздух харам. Если можно, бы воздух всем прикрыл бы. У меня это серьезный брат подошел, говорит, такой хабары здесь. Субханаллах, что бы ты на пути Аллаха не делал, обязательно какая-то тварь здесь придумает какую-нибудь фитну и самую такую мерзкую. Если я придумал в своей голове, что можно было такое мерзкое придумать, такое в голову не пришло мне. Тех, которые наших сестер насилуют, наших братьев убивают, как можно им продовольствием помогать? Ты помог бы, брат? Он скажет, нет. А почему я должен помогать? Если я с 97-го года учусь, я не знаю до сих пор, кто такие алявиты, да? Я же 10 лет среди них жил, а не ты. Ты знаешь, что нельзя, а я не знаю, да? Или я знаю и не боюсь Аллаха и помогаю? Там на видео, по-моему, ясно видно, кто кому что помогает. Очень серьезный брат подходит, говорит, брат, такие вещи говорят. Субханаллах, я не знаю, на самом деле, не то, что помогает. Давно дошел до мысли, брат, помощь не нужен, не мешай ради Аллаха. Не мешай ради Аллаха просто. Закройся в своем доме. В этом братья, которые с бородой ходят. И мерзости распространяют. Вот какой ты мерзкий, вот такие мерзкие мысли в твою голову пришли. Когда Ису обзывали, Иса ответил, алейхиссалям, добрым словом. И он говорит, почему ты, один из них говорит, ты ему так отвечаешь? Он говорит, каждый из расходы из того, что у него есть. Если у тебя мерзость и сквернословие, вот из этого ты расходишь, это выходит из тебя. И мысли у тебя такие мерзкие. Если ты благородный, честный человек, у тебя никогда в жизни такой мысли в голову не придет по отношению к мусульманину. Что такое вообще? Что с нами? Дошли до того, чтобы им просим помощь, не надо, не мешай. Это мы мусульман, ахлу сунна говорим, я не говорю за бидатчиков, за кафиров, за джахилей, за коммунистов, ничего не говорю. Им наплевать на ислам и на шариат. Что нужно, мы говорим, чтобы мы проснулись? Аллах в Коране говорит, «Бада аузу биллахи минаш шайтанир раджим». «Алам я'нини алладина аману ан тахша'a кулубахум ли зикриллах». Разве не настало время тем, которые уверовали, чтобы их сердца смирились перед поминанием Аллаха? Когда поминают слово Аллаха, чтобы их сердца смирились, чтобы они подчинились. Не настало время, братья? Валлахи настало. Давно настало. И мы в прошлой лекции здесь, я это мечети говорил.
Аламаты судного дня самые маленькие. Они давно уже пришли. И мы видим их. Чего ты еще ждешь? Что большие аламаты пришли? Ждешь, пока Иса спустится, что ли? Алейхиссалям. Брат, Аллахи, ты не знаешь, до дома дойдешь или нет. Ты не знаешь, брат, сколько ты проживешь. Я не знаю. Давай до это время потратим на пути Аллаха. Хотя бы часть. Я не говорю, чтобы ты все бросил, семью и свою работу. Работай, брат. Это Аллах тебе халяль сделал. Может быть, даже это джихад с благими намерениями. Работать и кормить свою семью. Воспитывать детей, жениться. Это сунна, это хорошо. Мы ни в коем случае против этого ничего не говорим. Мы говорим часть. Если неделю Аллах тебе дал, один день выходной сделай и на пути Аллаха поработай. Если у тебя моральная работа, физический труд тебя расслабит, успокоит. Этот пот на пути Аллаха, вот такой, который ты прольешь. И скажешь: я Аллах, в судный день ради тебя. Я пот пролил, я кровь пролил. Я что-то сделал ради тебя, у меня руки мозольные, ради тебя, я, Аллах, работал. Я лопату взял, работал в доме твоем. В твоем доме, чтобы тебе поклонялись. Чтобы твое слово распространяли. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взял за руку одного сподвижника, они были с мозолями. И он говорит: поистине Аллах любит эти руки, которые рабочие. Умар ибн Хаттаб, радiyallahu анху, заходит в мечеть днем и видит, там один молодой человек читает Коран. Он его прогнал оттуда. И он говорит: когда вы сделали чтение Кораном, работай. Аллах не спасал Коран, говорит, чтобы по нему амал делать. Выходи, амал делай. Выходи, сражайся. Выходи, работай на пути Аллаха. Выходи, заработай, трать деньги на пути Аллаха. А когда, говорит, вы сделали само чтение Кораном, работай. За чтение Корана, за деньги не можем найти учителя. Не то, что как заработаю делать некому. Брат, когда мы поменяем ситуацию? Что-то надо делать, брат. Нас все больше и больше. И фитнес все больше и больше. Почему? Потому что, знаешь, братья, все больше и больше сачкуют. Они должны работать. Они должны, как соль в еде, делать вкус этому еде. Если соли нету, еда невкусная. Они должны быть в каждом обществе. На вопросы отвечать, у которых вопрос возникает у братьев, некому. Хукму делать, который шариатский возникает, некому. Убегаем от братьев. Номера меняют. То же самое Надир делает, вчера только с ним разговаривал. Почему? Потому что невозможно ни в медресе работать, невозможно хутбу, лекции готовить, когда тебе с частным вопросом очереди люди стоят, голова устает, нагружается. Брат, если у тебя хутба не получается делать, ты же можешь на вопросы отвечать. Ты можешь просто Салясат Расуль книгу, уроки давать. Просишь алиф ба учить мусульман Коран. Иди сюда, брат. Ты нам нужен. Мы ищем тебя. Нужны тебе деньги, у Аллаха найдем деньги. Оставим. Допустим, они не пришли. Не дай Аллах, чтобы они не пришли. Судный день будет отвечать: Аллах аль-баллах, Аллахума фашад. Я до вас донес, да, Аллах будет свидетелем, что до вас донес, что в вас нуждаются и там на стройке, и вон там на стройке. И ваши деньги, они нужны. Каждый день к нам обращаются сестры, плачут. Нуждаются в помощи. Сироты обращаются. С проблемами очень много людей обращаются. У кого шариатские вопросы, которые надо решать, у кого-то финансовые вопросы. Одни и те же братья, несколько людей бывает, которые мы вспоминаем, когда эти проблемы. Они уже перегружены, загружены, не знают, как отказывать. Покажите, что вы есть. Я знаю, что некоторые братья помогают. Я знаю, некоторые братья пытаются. Это мало, брат. Очень мало. Нужды намного больше, 10 раз больше нужды. И та работа, этот темп, это стыдный темп. Это любой кафир себе дачу так будет медленно строить. Там иногда, нет, просто дом есть, по ходу дачу себе строить. Вот так строит кафир себе дачу. Или мусульмане. Мусульмане еще быстрее строят себе дачу. Но дом Аллаха, она пусть медленно идет. Мы же видим, что мы в нем нуждаемся. Мы же видим, что мы в мечети не помещаемся. Что придет зима, будет дождь, слякоть, и тяжело будет братьям стоять на улице. И на лекции тоже ходить. Мы в нем давно нуждаемся, братья. Она должна была давно закончиться. Только по нашей лени и нашей безразличии она до сих пор стоит. Прямо рядом с нами. Далеко отходить не надо. Будете завтра отвечать перед Аллахом. Каждый будет. Аллах дал вам силу. Вот сюда прийти дал силу, да. Вот там инвалид на коляске может стоять
и там что-то руководит, подсказывает. Да хоть Коран читать, чтобы те, кто работали, слушали. Мы просто здесь, не знаю, у нас столько дури, столько силы, все спортсмены накачанные. Когда надо с братом мусульманом драться, они готовы. Чуть-чуть попробуй толкнуть его. Он сразу ее силой и крылья проявляется. Вот там покажи. И с врагами Аллаха покажи. Здесь не надо показывать. Здесь мы все между собой грубые, черствые. Улыбку редко увидишь у брата. Он сперва, пока у тебя тахкик сделает, какой у тебя акида. Он тебе не улыбнется. Фейс-контроль должен пройти. Так же наши праведные предки делали, по его мнению. Брат, пока мы внутри себя лень, трусость, наше безразличие не победим, у нас ничего не поменяется. И Аллах так и сказал в Коране. Пока вы в себе внутри не поменяете, Аллах сказал, вокруг вас не поменяет ситуацию.